Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Александр Степуленок. Тема моего выступления, лекция — это инструменты Duolingo для школ. Я думаю, что многие из вас знакомы. Кто знаком? Первый раз бачите? Совенок Дуо? Я думаю, что здорово. Это еще лучше, потому что если вы его не знаете, а кто-то, может быть, видел его украдкой, вкратце, сегодня у вас будет шикарная возможность для того, чтобы совенок Дуо стал вашим другом. Вот. Что такое Duolingo? Duolingo — это приложение для изучения иностранных языков онлайн и бесплатно. Я думаю, что у каждого человека рано или поздно в жизни так складываются обстоятельства, что он задумывается о том, а не помешало ли ему выучить какой-то из иностранных языков. Вот, я думаю, что у вас вас тоже такие мысли посещали. И на самом деле иностранный язык — это очень хорошо, и я уверен, что нет необходимости вот как-то очень много и подробно разговаривать о том, как он помогает в жизни, особенно сегодня, как он помогает в поиске профессии и, в принципе, в том, чтобы находить какие-то новые контакты, знакомиться с литературой и вообще прочитать Гарри Поттера в оригинале. Я думаю, для кого-то это тоже послужит каким-то таким мотиватором. Здесь на слайде ссылки, где вы можете скачать приложение. Оно есть и на платформе Android, iOS. И если кто-то сейчас может это сделать, я вас прошу, я вам предлагаю сейчас навести мобильный телефон на слайд и скачать себе это приложение. Первая ссылка Android, ссылочка пониже — это iOS, и большой QR-код — это веб-версия. То есть Duolingo присутствует в интернете везде. То есть на мобильных платформах Android и iOS, и также доступна веб-версия. Собственно, кто я такой и почему я об этом разговариваю? У меня нет образования филологического, я не преподаватель иностранных языков. Я занимаюсь продвижением инициативы «Городское научное общество». Мы занимаемся поддержкой, организацией исследовательской работы школьников и студентов. То есть какие-то конкурсы, какие-то конференции. И, в принципе, за какой-то такой научный подход к жизни, к миру через вот такие интеллектуальные развивающие мероприятия. И взрослея, я тоже как и многие, наверное, из вас, в школе учил немецкий язык, искать репетиторов. То есть это тоже не всегда удобно. То есть когда нет какой-то такой необходимости железной, да, чтобы там получить какую-то работу или поступить в университет, и в то же время понимание того, что нужен иностранный язык, оно присутствует, а какие-то такие сложности, да, времени не хватает,
не хватает мотивации, может быть, вот какой-то вот, ну, вот внутренней дисциплины, потому что вот многие начинают вот, какой-то язык иностранный изучать, а потом, ну, вот как-то вот, ну, по-разному, да, вот в силу различного рода обстоятельств, ну, это движение как-то прекращается. Потом оно снова может вспыхнуть, а то, что уже как бы было, оно теряется, и, ну, то есть как бы есть проблема. И я вот искал, то есть в интернете какая-то информация о том, какие есть там каналы в Ютубе, какие есть материалы дидактические, то есть как можно научить самому без, ну, необходимости обращаться к репетиторам, потому что репетитор, ну, как бы это деньги, а второе, это, ну, как бы нужно понимать, что если ты на самом деле решился, ну, как бы, ну, выбираешь такой путь, то, ну, ты как бы должен, ну, как бы тратить время, и, ну, у нас, как бы, и у меня, и, возможно, там 90% вот таких же пользователей, как бы другой подход. Я скачал Duolingo, и сегодня у меня вот 2177 дней ударного режима без... То есть 2177 дней вот сегодня я вот каждый день в приложении прохожу занятия, и, ну, как бы это один из факторов, который вот делает Duolingo классным. То есть он, ну, как бы вот, ну, то есть он эту мотивацию умеет создать и ее сохранить. А по итогам 2020 года я попал в 1% лучших, да, ну, как сказать, лучших. Ну, возможно, ну, вот как бы по статистике, которая учитывалась, по тому времени, которое я тратил на то, чтобы каждый день заходить по, ну, как бы тем заданиям, которые я проходил, так получилось, что я попал вот в 1% пользователей, которых Duolingo назвала лучшими по итогам 2020 года. И исключительно вот как бы на этом основании я как бы сегодня буду рад, ну, как бы рассказать вам о том, что это такое, и, ну, то есть, может быть, вы тоже посчитаете для себя это полезным. Может быть, кто-то из вас слышал про наш русский аналог Lingua.Leo. Вот я тоже начинал вот как-то, ну, то есть у меня было Duolingo и Lingua.Leo параллельно, но потом я наткнулся на, ну, вот на такую новость, и я решил, что я все-таки останусь в Duolingo, потому что, ну, вот как-то внутренний голос мне подсказал, что как бы нужно концентрироваться на одном, и то есть это как-то вот успех будет вот при таком подходе лучший. Собственно, Duolingo — это основатели Луис фон Ан и Северин Хакер. Я думаю, что вот Луиса вы, ну, как бы можете знать, CAPTCHA. Помните, в Google, когда вот нужно подтвердить, что ты не робот, мы ну, вписывали разные вот значки, циферки. То есть вот это человек, который придумал вот этот сервис, это был стартап его, который он в 20 лет продал компании Google. У него был еще, по-моему, какой-то стартап, и после этого он как бы решил заниматься вот каким-то таким большим общественно полезным делом, а именно в продвижении идеи доступного, бесплатного образования для всех на планете Земля. Вот. И, ну, мне кажется, что как бы это у него получается, потому что Duolingo бесплатное приложение, которое в себе имеет около 101 языкового курса, которые построены на изучении 40 языков.
Общая аудитория приложения — это более 300 миллионов пользователей во всем мире. Оно бесплатное, в себе имеет научно обоснованный способ изучения языков, и проводились исследования, которые говорят о том, что 34 часа занятий в Duolingo, они сопоставимы с одним семестром изучения языка в университете. Короткие интересные уроки. Уроки, задания построены таким образом, что задание, мини-урок предполагает то, что вы сможете меньше, чем за 5 минут его выполнить. И то есть это можно делать, я не знаю, там в очереди, по пути на работу, в общественном транспорте, или в автобусе, или в метро, или еще вы где-то находитесь, да, у вас есть свободная минутка, вы можете выполнять задание, не думая, что, не опасаясь, то, что это от вас потребует 45 минут или час 20. То есть это серия коротеньких уроков, на выполнение которых вам понадобится не больше 5 минут. Бесплатно. На самом деле, единственное приложение, настолько качественное и доступное, и при этом совершенно бесплатное. То есть здесь нет никаких, то есть нет необходимости совершать какие-то скрытые платежи, нет необходимости покупать какие-то пакеты для того, чтобы иметь больше возможностей. То есть весь функционал, который присутствует в приложении, а это задания, то есть на чтение, написание, воспринимать на слух, аудирование. То есть абсолютно весь функционал приложения, он всегда бесплатен. Единственное, что есть возможность получить плюс аккаунт, и разница только в том, что вы не будете видеть рекламу, потому что после каждого урока в приложении всплывает окошко, где ненавязчиво и только в местах, которые вы ожидаете, то есть не занимая постоянно или полэкрана внизу или вверху, а вы прошли занятия, ответили на вопросы, увидели, что правильно, что неправильно, приложение вам показало какую-то рекламу, и все. И интерфейс русский, да. Более 40 языков. Duolingo доступен на 40 языках, в том числе и на русском языке. А всего курсов, как я уже говорил, около 141, в том числе для русского есть, то есть можно изучать, например, если мы с вами рассматриваем момент изучения иностранного языка, то есть вы можете изучать английский как русскоговорящий, или вы можете изучать русский как англоговорящий. В этом тоже есть какой-то такой момент, который какой-то новый опыт в изучении иностранного языка привносит. Тренируйте навыки произношения и восприятия на слух. Кроме стандартных заданий, где нужно на картинку нажать, правильно определить перевод того или иного слова, очень мощная система для тренировки языковой именно произношения и восприятия на слух, аудирования. Задания, если когда приложение только развивалось, можно было услышать этот стандартный машинный Google переводчик, да,
А сегодня, ну, то есть приложение развивается, и в озвучке, ну, то есть это уже носители языков специально вот к этому подходят. И, ну, то есть это тоже на самом деле такой шикарный плюс этого приложения. Сохраняйте курс на поставленную цель. Это вот та самая мотивация. Одна из особенностей приложения, и вот они себя позиционируют как возможность изучения языков в такой простой, игровой, ненавязчивой, легкой форме. То есть не учить язык, да, а играть в язык. Это достигается за счет, то есть ну вот у меня 2177 дней ударного режима. То есть я уже тоже, да, ну, как бы стремлюсь к тому, чтобы этот режим сохранять. И так вот, ну, хочешь не хочешь, я вот каждый день буду заходить в это приложение. И когда-то времени меньше, когда-то времени больше. То есть можно одно задание выполнить, когда времени больше, то можно другое занятие, больше занятий выполнить. Когда меня забирали на сборы военные, да, это нужно было на 25 дней, по-моему, уехать, и ну, сказали, что мобильными телефонами нельзя пользоваться, да, вот там, и как бы тоже возникла такая вот, возник вопрос, как сохранить вот этот ударный режим, потому что ну, потому что ну, как-то вот важно, да, это важно. Я попросил своего ученика, и, ну, то есть, как бы я ему рассказал свой логин и пароль, и он вот каждый день вместо меня заходил в это приложение и как бы делал эти задания. А это было летом, и он уезжал куда-то к бабушке, и там ну, как бы мобильная связь тоже была нестабильной. И он рассказывал, что он ходил куда-то на какую-то высокую гору, и как бы, но, как видите, у нас все получилось, и то есть мотивация. Кроме вот этого ударного режима есть внутренняя валюта, да, вот алмазики, так называемые. И то есть набирая, ну вот здесь это вот видно, да, вот 200, да, то есть внутренняя валюта, которая позволяет, ну вот есть, например, тема еда, да, она стандартная, и, ну, возможно, там 5 заданий, 5 занятий. А вы можете активировать, вот, используя вот эту внутреннюю валюту, которая называется линготы, для того, чтобы открыть для себя, например, ну вот еще какое-то там дополнительное, там 6-е задание, 7-е задание. Внутренняя валюта лингота. Еще есть, вот видите, корона, как бы вот древо курса можно пройти один раз, да, его можно пройти второй раз, его можно пройти в третий раз, его можно пройти в 4-й раз, и от этого, ну, как бы вот вы будете получать, ну, как бы дополнительные отметки в виде вот таких корон. Это то, что касается мотивации, потому что на самом деле, вот потом уже слушая специалистов, да, вот, которые занимаются как бы изучением иностранных языков, вот они говорят, что на самом деле существует только 2 проблемы вот в изучении иностранного языка. Еще раз повторюсь, что, ну, я сейчас пытаюсь как бы размышлять с точки зрения человека, который, ну, вот очень хочет учить иностранный язык, да, и вы согласитесь, что вот, ну, с чего-то нужно начинать, да? На самом деле есть только 2 проблемы. Первая проблема – это мотивация. То есть сразу загораешься, потом
там пропадает интерес. Или вот что-то не получилось, а из-за того, что ты, ну, как бы сам вынужден вот это все проходить, неудача, 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 вот тоже руки опускаются. То же самое, нужно же понимать вот для себя хотя бы вот как выстраивать какую-то траекторию изучения иностранного языка. Ну, то есть какая тема может быть там первая, да, какая вторая, какая третья, потому что в Duolingo курсы, они, ну, на самом деле и как бы строятся от самого простого, самого понятного к сложному. То есть сначала есть задания совсем для новичков, да, там, да. Олександр, ну я ось тут сижу гуляюся, уже тут хвилин, скільки ви розповідаєте, скільки я гуляюся, і я навмисно робила помилки. Так. І я бачу, що вони мені вертають з більш складаного знову на просте. Ну, я специально зробила ошибку, да, специально ошиблась, и меня, вот я уже там, я вижу, как нарастает уровень, я чувствую, как нарастает уровень, да, потом я делаю ошибку специально посмотреть для того, чтобы вот, что будет дальше, и я вижу, что меня возвращают там на 3 ступеньки назад, снова наращивают. Это так? Да, это так. Потому что Duolingo себя ну, как бы говорят о том, что они используют искусственный интеллект, персонализированный, да, вот для каждого участника, для того, чтобы не, ну, как бы здесь нет вот какого-то такого набора вопросов стандартного, да, и он просто от пользователя к пользователю, они просто, ну, перемешиваются, перетасовываются. А они говорят о том, что они, то есть приложение подстраивается под опыт, персональный опыт каждого участника. И то есть вот когда вы проходите, ну, например, вот какой-то из навыков, да, там, или фразы, или животное, или, да, у вас есть возможность его, ну, как бы закрепить. То есть не пройти заново, да, а закрепить. Приложение знает, в каких примерах вы ошибались больше всего. И оно вам предложит для закрепления именно эти примеры. То есть это не... Ну, например, вы прошли навык еда, да, там 5 занятий и в конце решили повторить, да, или там через какое-то время. Это не будет вот какой-то такой совершенно случайный набор как бы вопросов, заданий из категории еда. Нет, вы получите именно как бы те задания, в которых вы больше всего совершали ошибок. И это на самом деле так, и это на самом деле, ну, как бы... Да, обеспечивает вот тот персональный подход к темпу, ну, как бы к траектории, возможностям вот каждого ученика. То есть первое, я вернусь назад, это была как бы проблема мотивации, да, я думаю, что вы, ну, как бы понимаете, о чем здесь речь. А вторая проблема – это страх. Я не знаю, так сложилось исторически, ментально, трудно заговорить на иностранном языке. Ну вот на самом деле, я не знаю, может быть, как бы вот вы со мной поспорите, но вот сразу начинается... Нас просто так виховували, завжди так було, що ми можемо сказати, ось, наприклад, як я, і, мабуть, моє осереддя, ми можемо сказати, так, я ведаю заміжну мову, наприклад, англійську мову, я ведаю англійську мову тоді, коли я буду ведати основи граматики, не просто я буду ведати лексику, і як використовувати її, розмовляти, розуміти, а коли я буду ведати там основи граматики, стилістики і так далі. Ось це нас відрізняє, мабуть, від тих людей, які до нас приїжджають вельми часто, бо я ведаю, наприклад, заміжників там, з Сполучених Штатів Америки, де діти і люди там моего поколения ведают там «Здравствуйте, до свидания!» и кажут «Я ведаю русский!» «О, я ведаю русский!» У них вот это такий ось посыл про то, что коли на 2-3 слова, і не більш свободне в этом, розумієте? У їх ввогуле во всім більш свободи, і тому і мовна язикова свобода, і вона так само так розповідає. А я ось увесь час комплексую, поэтому я ось тут сижу, гуляюся, помилок не допускаю, думаю, ой, яка я розумна, малечина, але при гэтым я нават А1, ну, коли ви спотребування да, заміжної мови, А1, Б1, С1, да, я навіть ніде А1 не показую. Бо я лічу, що я не ведаю граматику, стилістику там, і так далі. Розумієте, ось це ще така психологічна мова.
Психологично. У меня возникла мысль, как бы учить иностранный язык. Вот первое, что я начал делать, я полез в родительскую библиотеку искать, ну, как бы словарь, да, там. Или вот многие начинают с изучения грамматики. То есть нужно выучить все правила английского, обязательно выучить исключения, да, и только после этого, я не знаю, там через 10 лет, да, да, может быть, понять, что как бы вот ты ничего не знаешь, да. Потому что, ну, я не знаю, вот школьный подход. Вот, я вот, ну, на самом деле до конца вот эту мысль через себя не пропустил, но, ну, как бы, да, вот тоже вот есть какие-то, наверное, сложности, потому что, ну, вот мы учим, то есть, как бы темы, правила, ну, а нужно же разговаривать. Вот если есть преподаватели, вот все-таки насколько, как бы, ну вот... Разница между тем, как учили нас и как учат теперь. Дело в том, что я когда училась в школе, я учила немецкий, там, ну, вообще, смутно помню, были ли уроки вообще априори, вот, но это боль, на самом деле, уроки английского языка в школе сейчас. Ну, я не знаю, нас снимают, сказать это сейчас во всеуслышание, что я очень нарушаю все нормы, правила проведения урока, потому что я закрываю учебники, я понимаю, что ну, не надо им сегодня это правило, которое... Я говорю, давайте сегодня поговорим. Вот мы собираемся, мы берем тему, мы общаемся. Ну, то есть это дело, конечно, не дело. Сами понимаете, вот и то. Вот это боль. Мы привязаны к этой программе, да, мы должны знать, что ну, мне проще с ними, я хочу, чтобы они говорили, чтобы они не боялись. Не боялись делать ошибок. Да, и вот на самом деле, как бы страх. Ну вот непонятно чего. Да, то есть ты не вот, то есть хорошо, ты знаешь, как сказать, да, вот как правильно построить фразу. То есть ты уверен в том, что ну, как бы произношение, да, а вот этот какой-то такой, знаете, как у нас, у меня учитель в школе, ну, когда кто-то там, ну, вот, там слишком по-русски, да, он, ну, а если слишком по-английски, да, ну, то есть вот какое-то такое, ну, знаете, то есть если ты знаешь грамматику, да, можешь построить приложение, то есть ты боишься делать следующий шаг, чтобы как бы сказать, потому что, произношение, то есть оно же совсем не такое, да, или это... Учитель в школе? Я просто пропустила, да? Тогда это вопрос к учителю, конечно. Не, Многие начинают, когда пытаешься говорить, что эта тема, говорят, ой, мне там произношение, говорю, кто вам сказал? И они говорят, я не знаю, вот нам так в школе все время говорили. Да, У каждой школе свое произношение. Учите свое. Мало того, как бы в школе, а вот в принципе, если про английский язык говоришь, что даже в Великобритании, по-моему, Британский английский, американский то есть английский. 35, ну вот как бы вот каких-то таких обособленных диалектов английского языка. И то есть есть какой-то такой золотой стандарт, где, наверное, там при дворе королевы, но меньше, там, я не знаю, там меньше 2 миллионов человек вот в принципе на планете Земля, они вот как бы вот на нем разговаривают. И сегодня даже уже как бы есть такое понятие, как глобиш. То есть это английский язык, который... Да, мировой английский язык. То есть ситуация, когда ну, вот в какой-то компании оказываются, ну, я не знаю, там из Индии, там из Китая, и там из Англии, ну, вот, англичанин, у которого английский язык родной, он не поймет вот тот английский язык, на котором разговаривает весь мир, то есть как бы это так называемый глобиш. И поэтому на самом деле вот как бы оставить такую мысль о том, что как бы проблемы нет, и нужно победить вот только вот две вот эти преграды. Первое – это мотивация, а второе – это страх. И мое мнение, вот человеку, у которого 2177 дней ударного режима, и через 2 недели это будет 2190, это будет 6 лет.
6 лет каждый день вот, ну вот, как бы предан, да, вот этому. Мотивация колоссальная, да, и это нетрудно, потому что само по себе приложение, оно качественное. То есть оно богато и теоретическим материалом. Вот в самом начале не было возможности там знакомиться с грамматикой. И многие бежали, что как бы, это понятно, что как бы, ну, то есть отвечаем и не понимаем, то есть как там времена какие вот. А вот в недавних обновлениях у каждого вот такого вот элемента, да, появилась своя, ну, как бы теоретическая шпаргалочка, да, и можно вот совершенно спокойно там кликнуть и почитать вот необходимый минимум, да, вот грамматики, который тебе поможет вот как бы отвечать на те вопросы задания, которые присутствуют в приложении. И страх. Простые фразы, максимально короткие, максимально понятные, как бы максимально богатый инструментарий для того, чтобы... Ну, вот одна и та же фраза, да, но она обыгрывается проходит как бы через все вот формы, да, изучения языка, вот, которые предлагает приложение. То есть это, например, может быть там выбрать, то есть есть какое-то, ну, вот одно приложение, да, и вам, например, нужно там выбрать правильный, ну, то есть там из 4, вот как мы... Ну вот здесь, да, вот 4 варианта, и вот нужно вот как бы выбрать, что такое сыр. Потом оно вот то же самое предложение, да, но оно уже вас попросит вот этот сыр не тыкнуть, да, а написать на английском языке. Коляска. 6 годов вы так Я совхоз, я знаю. общались с телефоном, с приложением, ну вот когда ты все перенести на живых людей. Не будет тогда такого, что я боюсь сказать, потому что я общался с телефоном, он мне, как раз ничего это не скажет. Не, ну, во-первых, вот есть как бы задание на аудирование, да, то есть вы должны послушать, потом нажать эту кнопку и сказать. Если он вас не поймет, он как бы попросит вас еще раз. Ну, он попросит, а человек? Не, потом на самом деле... Нет, это все проходит, потому что очень важно получить какую-то основу, базу, да, а потом эту базу как бы со временем, с опытом вот как-то наращивать. И нет, эти страхи уходят, и как бы наоборот пытаешься, ну, как-то вот еще больше, как-то вот фильмы смотреть там, да, вот на английском языке, или вот даже там в Ютубе какие-то блогеры, вот тоже как-то вот английский язык, он для тебя вот теряет вот какую-то такую елітарність, да, от какой-то, да. Я мовчила прослухала ваше питання. А ці користаєтеся, ви маю в виду, що мені там некоторые сябри користаються такою штукою, як знаходять собі суразмовців там праз нейкі чати, праз нейкі, ну там шмат усього такого, да. Нехто вивчає там білоруську мову ці рускую, яны хочуць вивучыць ангельскую, ці яшчэ якую замежную, ну вось робіць вось такія там, дамаўляюцца раз на тыдзень, там 2 разы на тыдзень. Я асабіста не карыстаюся, але мои знаёмыя, ёсць таксама такое прыкладанне Tandem, дзе ну, як бы яно людзі рэгіструюцца вот з канкрэтнай задачай пошуку суразмоўцаў. То есть там ну, як бы заводзіш сваю анкетку, ну там крыху пра сябе там расказваеш, якія мовы ты ведаеш, якія мовы ты хацеў бы вывучаць, і праз гэта ты ну, як бы бачанае ў пошуку, і ну, як ты самыя там размовы там як пра Skype, там ці як праз Viber размаўляць з носьбітам, ну
ну, той мови, яку ти вивчаєш. Але я гэта, ну, зараз мне гэта ўжо цікава, таму што, ну, там ці нейкая база такая фарміруецца, ці... Мне просто падаецца якраз вось да пытання, што калі яна сказала, што ну, ёсць такі, можа быць, страх, да? Калі праграма адно суразмоўцу, я да таго, што суразмоўцу зараз таксама знайсці. Пагадзіцеся вы са мной, але падаецца, што гэта толькі вось у нашай ментальнасці нейкай такой славянскай, вось гэта нейкі страх. То есть, да, то есть больше нигде, ну, все говорили, что там англичане, там типа балалайка, да, вот они и совершенно не заморачиваются, там, ну, там есть там акцент, там нет там акцента, там зразумеюць меня, там тебя не зразумеюць, просто, это просто балалайка. І што не дзіва, заўсёды разумеюць, пытання няма, Да, да. таму вось як бы ў гэтым праблема нет. Таму, калі ласка, Duolingo бясплатнае, ну, якаснае. І гэта не толькі як бы мабільны дадатак, а у Duolingo існуе як бы вялікая колькасць людзей. Ну, як бы ёсць такая сетка, міжнародная сетка адукатараў, настаўнікаў. Ну, ось, і таму я зараз ось, ну, ось таксама як у працоўнай форме. Вы таксама можете долучиться вось до гэтага, ну, вот к этому движению и как бы делать вот это приложение лучше, потому что, ну, как бы всегда, ну, там рано или поздно, но, ну, как бы есть запрос на то, чтобы делать его на самом деле максимально полезным и доступным. И, ну, вот как бы вот переходя как бы вот к теме вот сегодняшнего занятия, Duolingo для школ, то есть вот весь вот этот массив, да, то есть вся вот эта теоретическая база, вот эти все, ну, как бы возможности приложений, да, вот, которые и в Android, и в iOS, и то есть пользоваться Duolingo можно и на обычном компьютере через интернет. Duolingo для школ, вот schools.duolingo.com. Самая популярная в мире платформа для изучения иностранных языков приходит в школы, и тысячи учителей по всему миру уже используют Duolingo на своих занятиях. И как бы вот, ну, слайд у вас останется, и вот я просто хотел бы, ну вот давайте с вами сейчас решим, или я это проговорю просто, да, у меня есть пару слайдов, или мы с вами можем, ну вот на самом деле там зарегистрироваться, сделать класс, или вот в этом необходимости какой-то такой нет. Ну уже як бы час. Тому давайте, ну так, збольшого. На самом деле все очень просто. То есть вот вы, как бы, нужна простая регистрация вот один раз. Там не нужно ничего такого, то есть придумать себе имя, придумать себе пароль и использовать адрес электронной почты актуальный, потому что, ну, мало ли там будут приходить какие-то там сообщения, уведомления для того, чтобы... А скажите, вот вы учите в школе, а вот вы пользуетесь Duolingo? А знаете об этом? А это может, ну, как бы, ну, то есть вы для себя допускаете возможность, вот, как бы, ну, там, приедет домой, посмотреть, как это работает, для того, чтобы попробовать? Приложение я не сильно представляла, может быть, изучив сайт, я уже подчеркнула идею. Да, то есть, ну, вот мне просто как бы вот очень интересно, и вот важна вот такая реакция.
Да, просто вот ваше мнение как практика, который вот непосредственно занимается, вот это будет очень интересно. То есть вот, ну, вот так выглядит, ну, вот эта лицевая страница, она сейчас на английском языке. Здесь на самом деле есть и русский язык, да, но сейчас, ну, как бы происходят вот большие-большие значимые обновления, и, ну, вот эта страница на английском языке, но я думаю, что это в принципе не проблема, даже а плюс, потому что как бы погружение в язык должно быть максимальным. Самое простое, то есть регистрируетесь, заходите, и есть возможность, да, создать класс. Вот нажимаете кнопку «Создать класс», и вот я вчера тренировался, вот я создал класс вот такой, да, AdCamp, и ну вот у меня там 3 ученика. Я дальше покажу, как это работает, ну вот этот момент тоже, ну как бы отдельно. То есть, ну вот так приблизительно выглядит как бы дизайн и функционал платформы Duolingo для школ. Вот здесь вот у нас есть как бы вот участники наши, студенты, ученики. Вот здесь у нас ссылочка «Задания». Здесь у нас ссылочка «Учебная программа», английская учебная программа. Здесь у нас ну, какие-то ну, типа классные активности и настройки класса. Вот это окошко, где ну, вот наши студенты, то есть это вот те ребята, вот, которые вот здесь 3, да, и вот они вот здесь. Егор, условно, там Маша и Таня. И я вам дальше вот это покажу. Как, ну, то есть как происходит добавление ну, как бы учеников в класс. Ученикам даже не обязательно быть до этого зарегистрированными. Сам сайт придумает для них логин и пароль, бережно для вас это все ну, как бы сформирует в PDF-файл, который вы сможете распечатать. А если вы знаете электронные адреса ваших учеников, он им разошлет вот типа «Привет, Егор, я сделала класс на платформе Duolingo для школ, вот твой логин, вот твой пароль, заходи». Они могут вот по этому стандартному паролю вот первый раз зайти, а потом в настройках там себе имя поменять. Ну, то есть как-то вот уже там пароль, может быть, поменять. Ну, то есть пользоваться приложением уже как такой пользователь ну, сталый, ответственно. И... То есть вот этот класс. И вот здесь такая есть пометочка, вот зелененьким подсвечено вот те задания, вот смотрите, вот это вот зелененький, вот, ну, не знаю, это какой-то светлее и ну, и розовый или какой он цвет. То есть зелененько — это вот те задания, которые выполнены, да, вот вы видите, да, вот, например, Егор выполнил все задания. Вот вторая — это задания, которые выполнены, но они выполнены позже срока, да, вот вы можете для себя там устанавливать, ну, то есть задание должно быть выполнено там до вторника, там 2 часов дня. Если он там до 3 сделал, да, вот его отметка уже будет вот здесь. И если задание не выполнено, оно вот окажется вот, ну, вот в этой, в красной. То есть тоже как бы вот какая-то такая, ну, вот общая картина того, как класс, ну, то есть всем понятно, непонятно, кто когда и с каким успехом справляется, можно видеть. Потом вторая ссылочка, да, вот задание. То есть у нас уже есть класс, мы в класс добавили учеников, а сейчас мы должны выбрать как бы задания для класса. И здесь вот сегодня есть 2 варианта, 2 типа. То есть это заработать определенное количество баллов, очков. То есть выполняя упражнения на Duolingo, вы получаете, ну, вот так называемые очки, да? То есть неважно, по какой теме, неважно, по какому курсу вот вы задание выполняете, вы их получите. Это первый вариант. А второй вариант — это выполнить какую-то определенную тему. Ну, как мы там раньше видели, там основа есть,
еда, там фразы. Это для начального уровня, ну, как бы специалисты, ну, свободнее в этом будут как бы ориентироваться. Есть и задания, ну, как бы для среднего уровня и для ну, уровня повыше. То есть или просто набрать каких-то баллов, или выполнить какое-то задание. Так, здесь у меня нет... Ну вот здесь учебная программа «Английский язык». Собственно, вот весь список, да, вот все эти задания, которые вот вы можете выполнять в приложении самостоятельно, они вот здесь доступны вот для класса. Скажите, ви за 6 років роботи з Duolingo, да? Яке завдання ви тримали саме тяжке? Заміжної мови по-англійськи. Було там таке, напишите сочинение, эссе. Нет, там же не так программа построена. Я прошу пробачения, что вмешиваюсь не в свой спич. Там делится на стейдж такие левелы, ну, скажем так, уровень, там прокачиваешь, там такая пирамида. Да, древо курса. Древо, это называется древо курса, да, и заданий такого, то есть эссе нет. Там таких заданий нет. Там короткие, клиповые такие говорят. Да, то есть это как бы вот... Пропустил, проговорил, что-то сказал. Это особенность, как меньше 5 минут и как игра. Вот. То есть это, ну, нужно понимать, что как бы здесь, ну, то есть это осознанный вот какой-то путь, который разработчики для себя выбрали, и, ну, то есть это не может быть каким-то таким, ну, способом или полноценным единственным решением, но вот как какой-то такой, да, подтримливающий, который вот сохраняет вот эту мотивацию и, ну, вот в принципе вот как-то объединяет, ну, вот участников класса, вот держит их. Настройки класса, ну, здесь, собственно, можно выбрать название класса, предмет, который изучается, и язык, на котором класс разговаривает. То есть здесь тоже очень большие списки. Ну, здесь, например, английский язык для изучающих русский. Ну, это вот наше сегодняшнее. И вот еще обратите внимание, есть код класса. То есть вы, например, создавая класс, для себя определили там 10 учеников. Вы их тут же, ну, как бы их создали, и программа им разошлет их персональные ссылки. А еще есть вот этот код, и к вашему классу может присоединиться, ну, как люди, которых вы изначально не добавили, да. Вот, например, сейчас, вот, и это как бы, ну, бонус, вот, которым я хотел бы с вами поделиться. Вот вы можете вот этот записать, да, и добавиться вот потом вот в наш класс EdCamp. И все, кто запишутся вот сегодня, завтра, за выходные, я предварительно как бы уточнил, мы вам сможем подарить месяц вот этого плюс период, ну, вот, плюс аккаунт, который без рекламы и у которого, ну, там можно занятия загружать себе, то есть если у вас нет интернета, например, вы сможете вот как бы, ну, как бы задания проходить без интернета, и в принципе там нет как бы ограничений по, ну, как бы по доступу к материалам. То есть, не, это всего. То есть вы можете, например, я не знаю, вот нравится, потому что в Duolingo есть вот кроме вот... Я поняла, но я имею в виду класс этот именно английский. И этот класс именно английский, да. В Duolingo 40 языков, и там вот даже есть как бы языки, которые в Duolingo изучают больше, чем есть носителей вот этого языка, например. Или есть языки, вот, которые, ну, вот сейчас под угрозой исчезновения, и как бы Duolingo говорит о том, что в приложении английский язык изучают больше, чем в Соединенных Штатах, вот, в принципе, учащихся в школах. Ну, возможно, вот как бы это так и есть.
И самое интересное, я потом вот покажу, вот как добавлять учеников и вот каким, ну вот как происходит, ну, как этот процесс происходит. Вот по этой ссылке вы можете получить вот такой сертификат себе, вот совершенно бесплатно, да, и я думаю, что ну, украсит портфолио вот, любого учителя. Сертифицированный учитель Duolingo. Вот. Ну, как-то, ну, мне не знаю, это интересно, это почетно, это значимо. То есть вот вверху есть ссылка, то есть как бы зарегистрируйтесь, поработаете с приложением, создадите свой собственный класс, добавите туда как бы своих учеников, и как бы вы сможете как бы с чистой совестью вот для себя вот такой сертификат сделать. Просто пройти, как бы авторизоваться на сайте, пройти по ссылке, написать как бы свое имя, ну неважно на каком языке, и нажать кнопку как бы распечатать. Вот, и вы получите статус сертифицированного учителя Duolingo. И, ну, я думаю, что как бы ваш уровень оплаты труда минимум на 25%, но об этом можно же как бы вот ставить вопрос. Вот. Ну, это, не, ну, на самом деле, как бы, шутки шутками, но немножко греет, согласитесь. То есть есть какое-то такое, знаете, понимание того, что это, ну, вот, на самом деле, как бы здесь реальные, как бы, живые люди, да, вот, это не просто как какой-то Duolingo не коммерческий проект. То есть это на самом деле вот стартап вот этого основателя, да, и его вот какая-то такая, ну вот, как бы миссия, да, вот сделать вот что-то хорошее для всего мира. И это как бы огромное сообщество людей. И, ну, как бы я, когда, начал изучать и познакомился, я был, ну, по-хорошему ошарашен, потому что вот нам кажется, что вот хорошо, что есть EdCamp, да, и вот мы имеем возможность с вами знакомиться, общаться, да, находясь даже, я не знаю, там в разных школах, пускай даже там одной области, там даже Беларуси. И согласитесь, что это, ну, как бы это, как бы вот на самом деле, как это дорого и значимо. То есть иметь возможность как бы знакомиться с опытом, с реальными людьми, как бы живыми, вот, которые вот, ну, хотят, вот, ищут, да, и как бы понимать, что на самом-то деле мы не одиноки вот в каком-то таком вот, и как бы есть люди, то есть есть вот это какое-то движение, да, вот идея, EdCamp, и то есть масса мероприятий, вот, где можно вот прийти, рассказать, и то есть это здорово, а как бы Duolingo это, ну, это тоже как бы и про это. Ну вот немножко как бы уйду в сторону, вот расскажу вам о такой как бы идее. В Duolingo нет белорусского языка. И меня это... И меня. И вас. Меня это вот немножко... на самом деле очень многих людей, по крайней мере в Беларуси, вот этот вопрос волнует. Цікавить, хвалює. В білоруській школі білоруська мова чи друга англійська трохи. Микола, не починай. Далі, Олександр, мало часу. Ось. Ось і ми, якби, ось, якби започаткували ось таку ініціативу по створенню онлайн-курсу по вивченню білоруської мови для носьбітів англійської. Тобто ми увогуле якби вийшли за межі Білорусі. Тобто, ну, гэта якби тем. Ось ми зараз, тобто вже є якби команда, да, і от у 19-му році ось у нас був такий стенд на конференції, де ми... Ваші були хлопці з Палацу Молоді? Да. Я вас пам'ятаю. І ось гэта ось той хлопець, да, ось, який шукав...
Ні, я шукав місце, де шукав сувязь з інтернетом, ну, я початку розказував. Створити ось таку, якби створити якби білоруську мову, курс білоруської мови для носьбітів англійської, які, ну, буде так само, ну, якби... Я в 11 класі, зараз це не другий курс, здесь. Да. Вот Змитер, он уже на другим курсе программист, а Илья, он 11 клас. Ось. І працюємо над тим, каб з'явився ось гэты курс на платформе Duolingo. З часом якби стало цікавей і ну, криху межі якби роздвинуть, і ну, такі стали курс повчення білоруської мови увогуле для ось, ну, па-за межамі ось яких-то пляцовак, тому що ну, праз гэта мы можем узбагачаць якби курс і ну, ось, ілюстратыўным матэрыялам, які будзе ну, больш багатым і змяшаць больш там нейкага такого нацыянальнага каларыту, дзе мы зможам так паказаць і прыгажваць прыроды і багацце нашай гісторыі. Таму, калі ласка, вось запрашаю, долучайцеся. Ну і вось мои кантакты, таму таксама у каго якби ёсць цікавасць вось увогуле ці то до Duolingo, ці то до праекту, які тычыцца папулярызацыі навуковай дзейнасці і увогуле даследчай дзейнасці там школьніку, студэнту, то калі ласка, запрашаю. Все. Давайте мы вырашым, мы гэтую зялёную сабу пакінем. Не, гэта я сабе пакіну. Я вас просто з ім пазнаёміў. Ну, так, у Беларусі такіх толькі 2. Ось. Там, гэта яшчэ такое краснакніжнае. Таму будзем працаваць над тым, каб ідэя шырылася. І ну, я ўпэўнены, што якби завіруюць раі і на наших землях, бо у нас цудоўныя таленавітыя настаўнікі, ну, класныя вучні, і на самой справе шмат ёсць цікавага ў жыцці і ў інтэрнэце, і гэтым, ну, я лічу, што якби трэба карыстацца. Бо гэта якби працуе, гэта даступна бясплатна, і вось вы можаце там заданне рабіць у сябе там дома на камп'ютары, разаслаць вучням ссылкі на яны праз мабільны тэлефон могуць вось нейкі. Таксама можна там у сям'і там маці, бацька, дзеці. Да, і таксама ну, вось рабіць такі клас якби сямейны, ці там радню, ці то там на працы калег. То есть увогуле спосабу для таго, каб вось гэта неяк ну, якби каласальна і шмат. Калі ёсць пытанне, то я падказаў, але мне падаецца, што я якби все так хорошо рассказал. Дерзай? Дерзай, исследовательская сеть, ну, якби это, ну, ось такая, якби ідея, ну, глобальная, яка, ну, як займається і ініціативою гарадского навукового товариства, і, ну, і там є і інші так само. Final question, did you start speaking English? Yes, of course. That's great. It's a great news after all. У нас є питання у чаті. Так. Тільки Білоруської мови для рускомовних білорусів. Ось такі високі запити Тетяни Землянської.
Ляник прийшов, що потрібний курс білоруської мови для рускомовних білорусів. Перед тим, як дякую за питання. І так, перше, про що я задумався, гэта што нам, беларусам, рускаговорящим, нужно праз Duolingo, праз прыкладанне якое здесьці там за межамі, то есть вучыць беларускай мове русскоговорящих. Но недолго думал, и я решил, что это неправильно. То есть у нас, это на самом деле как бы тема отдельного разговора, и как бы у нас в Беларуси меньше 2 миллионов человек, которые вот в принципе на белорусской мове размаўляе. И тут как бы живых натуральных белорусов убеждать, упрашивать, калі ласка, пераступи праз сябе и, не саромся и, скажи дякую там здесь. Я для себя это просто даже, извините, это неприлично. Вот. Дякую, Олександр, вам за коментарі, дякую вам за демонстрацію програми. Все, дякую.